Иван Александрович, выходите, машина подъехала. Добрый день, куда едем? Мы находимся на главной автобазе республики. Здесь располагаются все машины министерств и ведомств региона. Здесь машины ремонтируют, моют и готовят водителей. Сегодня мы узнаем, как работает главный гараж Якутии. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. With 1,000 lies and a good disguise, hit 'em right between the eyes, hit 'em right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see 'em running for their lives. Немного истории. Автобаза была создана 5 августа 1960 года. Уже 55 лет это предприятие занимается перевозкой первых лиц департаментов, управлений, госкомитетов, министерств и других ведомств региона. Сердцем автобазы является ремонтная зона. Машина находится в руках 10 слесарей. В день здесь производят до 8 плановых осмотров. За месяц количество машин, посетивших ремонтную мастерскую, доходит до 40 и более. Мы сейчас находимся в ремонтной мастерской автобазы. И вот стоит сейчас компрессор. В гараже проведена пневмолиния. И здесь ключи у нас, например, пресс, ключи, тоже есть пневмоключи. Они все идут по воздуху, масло тоже выкачиваем тоже с помощью воздуха. Поэтому у нас компрессор это тоже самый главный инструмент, как получается. Здесь производится ремонт колеса. Вот сейчас недавно, вот сейчас как раз осенью и зимой у нас начинается общая переобувка. Это уже с летнего на зимнюю или с зимнего на летнюю. И вот сейчас идет переобувка, в это время идет переобувка на зимние колеса. Сейчас основная масса уже переобулась, но остались там несколько машин. И также есть у нас электровытяжки выхлопных газов. Например, вот 4 подъемника стояло, на каждый подъемник по одному вот электровытяжка. Ага. Это вот включается в машину, машина заводится, потом включается электродвигатель, и она весь выхлопной газ выводится на улицу, чтобы здесь для здоровья этого, конечно. А там уже у нас моторный цех. Ага. И вот в моторном цеху мы ремонтируем двигателя, все наши машины двигателя ремонтируем. Есть там у нас токарный, сверлильный. И вот все, что нужно для нашей работы мастерской. Стоит станок для ремонта двигателей. Для ремонта двигателей. Она предназначена, закрепляется здесь двигатель. В любую сторону его можно крутить, вертеть, как удобно слесарю. Вот сейчас в данное время заканчивается сборка двигателя на УАЗовского двигателя. Остались там чуть-чуть там на весных деталях закрепить осталось, и все. Этот двигатель уже будет поставить на машину. Информация о расположении гаражей, марках машин и вообще их количестве является секретной, ведь водителям доверяют возить все руководство региона. Известно, что ежедневно используется 96% всего автопарка. Самая старая машина датирована 2003 годом выпуска, а самая молодая – «Газель» 2015. Все это богатство веряют в руки водителей. Какие-то требования конкретные к водителям? Какой-то стаж должен быть? Ну, стаж обязательно. Проверяют по ГАИ, есть ли нарушения у водителей, и желательно по рекомендациям. Какой стаж должен быть? Не меньше 5 лет,
Потому что как водитель не может работать, обслуживать первых лиц республики без стажа водительского. А средний возраст какой у вас? Ну, сейчас, наверное, лет 35-40, наверное, так. 35-40. Женщин среди вас нет? Водителей? Нет. А как вы относитесь к женщинам за рулем? Хорошо. Все выезды курирует диспетчерская служба. Девушкам заранее подают заявки министерства и ведомства, а они распределяют водителей. Каждый рейс должен длиться не более 40 минут. Существует распоряжение главы, по этому распоряжению мы работаем. Там именно указано, кому давать машину. После 15 минут заказавший не выходит, тогда мы уже вызываем автомашину обратно. Учитываем прогноз погоды, пробки. Мы работаем круглосуточно, получается с 8 до 8 и с 8 вечера до 8 утра. Чтобы отправиться в дорогу, водители ежедневно проходят специальные проверки для получения путевого листа. Во-первых, это медосмотр, далее проверка самого автомобиля контрольным механиком. Мы решили пройти этот путь самостоятельно. Life is so boring, it's really got me snoring. I'm wearing out the flooring in a cheap hotel, but I don't have to work it. I might be silly, but I'll never. Ну что ж, я получила долгожданный путевой лист, прошла все осмотры и теперь могу отправляться на свое первое задание. До встречи через неделю.